Приветствую вас, дорогие скорпионы, вы на канале Таро Дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 25 по 31 марта. Значит, я записываю неделю на круглой колоде, смотрим мы с вами 5 карт. Первая карта показывает настроение, и 4 карты – это основные 4 сферы жизни. Плюс еще в раскладах на неделю я использую астрологические кубики. Смотрим скорпионы. Период с 25 марта по 31 марта меня интересует. Покажите мне настроение скорпионов, личную жизнь, работу, деньги и здоровье. 5 карт подряд. Скорпиончики. Настроение ваше, личная жизнь, работа, деньги и самочувствие. Кубики. Покажите мне для скорпионов период с 25 по 31 марта. Информация для скорпионов. 6-й дом. Здоровье показывает. Выйдет на первый план. Здоровье или еще привычки. Если есть вредные привычки, то они могут давать о себе знать, и от них нужно избавляться. Если есть домашние питомцы, может еще быть какая-то история, связанная с питомцами. Знак зодиака Телец. Общение с тельцами может быть. И смотрите, и влиять на вас будет Сатурн. А Сатурн — это у нас учитель, который всегда приходит с какими-то уроками для нас. Поэтому надо быть... Сатурн, да, вот может дать на здоровье минус. Поэтому посмотрим, что по здоровью выпадет. Может ухудшиться здоровье. Так, а теперь смотрим настроение. Теперь будем разбираться. Королева мечей, вы видите, да, то есть какое настроение. Внутреннее опустошение. Королева мечей показывает. Это человек, который потерял кого-то или что-то, что было ему дорого. Поэтому эта карта показывает всегда внутреннюю пустоту, она показывает печаль, она показывает переживания. Но и в то же время, вот это, знаете, эта потеря, она сделала ее жестокой, жесткой такой вот барышней. Поэтому с ней лучше не связываться, потому что она очень требовательная, очень критичная, очень контролирующая, всегда требующая какой-то справедливости, правды. Поэтому тут вот с одной стороны карта показывает, что внутри у вас есть какая-то боль, а с другой стороны, вовне вы эту боль не показываете, а трансформируете, наоборот, ее в агрессию, даже можно где-то сказать. Поэтому вот можете вы своим жалом жалить на этой неделе. Вот если, допустим, кто-то вас там где-то не на ту кнопочку нажмет, то сразу может этим жалом получить. Так что такое настроение карт показывает. Может, опять же, здоровье, понимаете? То есть, когда у нас что-то болит, когда нас что-то беспокоит, конечно, мы становимся более агрессивные. Я думаю, что все, у кого были в семье больные люди, которые там болели долго или которые болеют, знают, что когда человек болеет, он становится более более агрессивный. Так психика себя защищает, скажем так. Поэтому вот так. Смотрим по сферам, как это будет отражаться, как это настроение скажется на сферах. Личная жизнь. Туз мечей, понимаете, как скажется. Вы будете, опять же, очень решительны. Вот если мне что-то не нравится в ком-то дома, я это прямо говорю. Я ничего не утаиваю, не пытаюсь смягчить, не пытаюсь как-то сгладить, а говорю вот как есть, правду матку. Возможно, это будет неприятно близким. Поэтому тут вот если кто-то смотрит на скорпионов, готовьтесь к тому, что вы будете слышать, возможно, то, что вам не понравится. Поэтому лучше, может быть, не трогать скорпионов. Туз мечей, что это еще может быть? Это всегда принятие решений. Когда, допустим, вы очень решительны, можете быть в личной жизни. Долгое время вы с какой-то идеей носились и не могли решиться. А эта карта показывает, что я готов. Все, допустим, мне человек не нравился, я уже его разлюбила, но все равно мы жили. И тут карта показывает, что больше вы не будете это терпеть, вы просто скажете: все, мы разводимся. То есть это такие, знаете, очень жесткие принятые решения. Иногда потом карта говорит, ты потом можешь о них жалеть, о том, что ты это озвучила, да, и приняла это решение. Уже, как говорится, обратного не вернешь.
Это также отношения на расстоянии могут быть, когда вы в одном месте, любимый человек в другом месте, и вы общаетесь, как, это карта воздуха, то есть по воздуху, то есть ну, там, по телефону, по интернету. Может быть так. Может быть много разговоров в паре на этой неделе. Это вот прям карта общения, когда между нами вот очень много общения. Тоже вот может у кого-то так проиграться. Может быть, вы будете выяснять отношения друг с другом. Вот по королеве мечей вы всегда готовы высказывать все, что вам не нравится. И вы будете пытаться вот как-то объяснить человеку, что вот это мне не нравится, давай там как-то это исправим. Так что вот тут возможны эти вечера, долгие вечера с разговорами на этой неделе. Так что вот такая карта. Ну, если отношения тяжелые, то это, конечно, могут быть жесткое принятие решения о расставании. Тут без этого никуда. Прям вот сказала, как отрезала. Так, хорошо, смотрим дальше. Работа. Что на работе? О, а на работе карта мир выпала. Карта мир. Как будто, знаете, как будто работа – это такое вот место, где вы находите покой, где вы успокаиваетесь, где есть ваше умиротворение какое-то, вот такой ваш маленький мир, где вы можете скрыться, закрыться от всех и вот проживать жизнь так, как вы хотите, знаете, вот наоборот, то есть я не вижу вот этого состояния озлобленности такой, да, вот на работе, наоборот, здесь все наоборот, мне карты говорят. Все наоборот. Кстати, может быть, знаете, что поездка, это может быть командировка, вот может быть, поэтому и туз мечей, вы общаетесь на расстоянии, может быть, командировка на этой неделе куда-то. Или общение, вот мир, это еще, знаете, когда мы выходим за границы, то есть начинаем общаться там с иностранцами, начинаем работать с иностранными компаниями, начинаем получать, допустим, зарплату в валюте или имеем какое-то отношение к другим странам, и как-то вот это работает. То есть это все, что связано с заграницей, вот по вот этой карте. За границей, поездками, путешествиями. Карта успеха, достижения, это же еще и завершение, финиш. Она еще может показывать какой-то финиш в работе, когда мы долго-долго-долго над чем-то работали, и вот эта неделя карты показывают, как будто вы ставите точку в каком-то проекте. И, ну, и как бы освобождаетесь от этого проекта и начинаете другой. То есть это переход из одного в другое, там, переход из одной работы в другую, из одной задачи в другую, ну, масштабные какие-то задачи. Это успех еще мировой, то есть когда, например, человек становится известным, его видят, его слышат, его знают, так что, возможно, у кого-то проиграется как известность. Ну, звезда, конечно, больше известность показывает, но карта мир тоже может давать вот эту известность. Так что по работе здесь просто отличная карта. Может быть еще работа, знаете, как по интернету. Это карта интернета. Вы можете работать удаленно еще. Вот так может проиграться. Если вы искали, то эта карта говорит, да, есть очень большие шансы, что вы найдете то место, о котором, возможно, долгое время даже мечтали. Смотрим деньги. Ага, а по деньгам башня выпала. Башня – это какие-то большие непредвиденные расходы, не запланированные вами. Вот сейчас на данный момент, когда вы будете смотреть видео, возможно, вы даже, ну, у кого-то уже, может, конечно, и в этот момент проиграется, но обычно это вот когда ты не знаешь, что эта проблема произойдет. Это какая-то, знаете, вот авария, поломка, что-то разрушается, и это несет за собой финансовые какие-то, ну, допустим, там поломался телефон, поломался чайник, нужно идти новый покупать, там что-то происходит. Может быть, поэтому, видите, королева мечей выпадает настроение, а эта же карта и показывает лишение, пустоту, я что-то потеряла. Вот вы что-то такое, знаете, потеряете финансовое, материальное, ценное что-то потеряете на этой неделе. А что, я не могу вам сказать. И это произойдет неожиданно, как гром среди ясного неба. Ну и понятно, что вас это точно не порадует. Но опять же, знаете как,
Эта карта, она всегда учит нас чему-то. Это урок. Это вот как и Сатурн. Это урок, карта говорит. Тебе нужно было это прожить, чтобы вынести для себя какой-то урок. Так что, если это произойдет, не злитесь, не обижайтесь, не возмущайтесь. Просто заплатите, купите новое и скажите, вот такая фраза есть: «Спасибо, Господи, что взял деньгами». Это просто, знаете, как откуп такой своего рода. То есть это чтобы не произошло с вами чего-то плохого, лично с вами, со здоровьем, хотя я еще здоровье не смотрела. Часто вот высшие силы, они через какие-то ценные вещи у нас забирают негатив. Допустим, негатив скопился, и он должен вылиться либо в ссору там, в семье, либо в вашу проблему со здоровьем, либо в какие-то финансовые потери. Но вот если из этих трех вариантов выбирать, то согласитесь, финансовые потери самый такой легкий вариант. Поэтому тут как бы я не скажу, что вы должны особо страдать по этому поводу. Тут наоборот надо еще сказать спасибо, что отделались деньгами, так сказать. Ну, давайте посмотрим здоровье. Что по здоровью? Да, видите, 9 мечей. Возможно, это будет здоровье. Может быть, даже и так. Здоровье, и на него пойдут большие расходы. Потому что эта карта не запланирована. 9 мечей может показывать даже госпитализацию, кровать, больничная койка. Так что, возможно, это какие-то незапланированные расходы на лекарства и на лечение. Вы не планировали ничего лечить, а карта показывает, ну вот так сложились обстоятельства, что, да, вот вынуждены заниматься здоровьем. Здесь очень может быть здоровье. И карта Мир тогда показывает, что вы, скорее всего, будете удаленно работать. И туз мечей показывает, что вы не можете быть в контакте с близким человеком, потому что у вас такое самочувствие, что не до этого, скажем так. Да, здоровье однозначно. 6-й дом плюс 9 мечей – это прям такой, знаете, колокольчик. Колокольчик, который говорит, нужно прям очень-очень-очень сильно поберечь себя. Это, во-первых, сильные какие-то, когда простуда дает осложнения. Это дыхательная система. Когда человеку тяжело дышать, показывает эта карта. Вот прям, знаете, человек задыхается, не хватает воздуха. Это, что еще может быть, очень сильные какие-то травмы, порезы могут быть. Мечи, видите, острые предметы. Можно как-то себя травмировать. Это может быть падение с высоты, 9 мечей. 9, 10 дают падение с высоты, поэтому ни в коем случае держитесь от высоты подальше на этой неделе. Это может быть еще очень сильные головные боли. Прям какие-то адские. Это может быть, что у нас там еще, мечи, дыхание, высота, легкие, операция, понятное дело, мечи, видите, это могут быть, знаете, что еще, уколы, это могут быть капельницы, каждый день надо будет ставить, потому что проколы идут, по мечам идут проколы. Так что, к сожалению, но у меня для вас предупреждение на эту неделю. Самое главное, на что вам нужно обратить внимание, это на свое здоровье. Это первое и самое главное. Возможно, удастся избежать. Но вот у меня такое ощущение по этим картам, что это как-то произойдет внезапно, неожиданно. Аппендицит может быть. Вот если брать с башней, да, вот что вот резко происходит, аппендицит. Так что, скорпиончики, берегите себя. Здесь вот, смотрите, дом, карта и это. 3 карты и кубик указывают. И плюс Сатурн, это тоже часто он по здоровью дает. То есть он нас учит через наше самочувствие. Карта показывает, что вы или что-то делаете не так, или идете куда-то не туда. И вот высшие силы, они пытаются достучаться, докричаться до вас, вы не слышите. И тогда они вынуждены нас положить на больничную койку для того, чтобы мы подумали о своей жизни, чтобы мы начали жить так, как положено. У них просто другого способа нет, понимаете, они нас по-другому не могут останавливать. Только через болезнь. Вот если человек заболевает, особенно если какая-то серьезная болезнь, это сразу же сигнал, что ты что-то делаешь не так. Либо у тебя отношения не такие, как должны быть, либо работа. И человек сам знает. То есть есть какая-то сфера, которая вас не устраивает. Вы недовольны, она вас раздражает постоянно, эта сфера. И вот это и есть та самая триггерная точка, которую нужно поменять. Вот как только вы ее поменяете, и высшие силы сразу от вас отстанут, не будут вам посылать вот эти болячки. Потому что они болячки послали для того, чтобы вы наконец-то на эту сферу обратили внимание и что-то в ней поменяли.
чтобы она вам не триггерила. Так что вот такая тут история. В общем, продолжаются наши приключения, что называется. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.